В Сыктывкаре стартовало первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». На татами выйдут 200 юных спортсменов из 9 регионов. Анастасия Тюрнина увидела первые победы и поражения. Для Алексея Плюскова из Мурманской области это первое соревнование такого уровня. Но юный дзюдоист настроен на победу. Самое сложное, наверное, настроиться и перебороть свой страх и волнение. Чтобы пройти на схватку, каждый проходит обязательную процедуру – контроль кимоно. Я проверяю ширину рукава и длину пояса, хвостика пояса. Перед началом соревнований все равны, да и делать прогнозы в спорте – дело неблагодарное. Но настрой перед схватками у спортсменов боевой. Это чувствуется по настроению в зале. Я много готовился, уже 10 лет занимаюсь, поэтому я хочу отобраться на первенство России. На пьедестал планирую стать 100%, подтвердить КМС. Сегодня на татами вышли спортсмены 8 весовых категорий, а всего их 18. Остальные покажут себя завтра. Эти соревнования классификационные и отборочные. Спортсмены, занявшие призовые места, при условии выполнения требований получают кандидата в мастера спорта. А сильнейшие попадут в финал. Путевки на финал получат спортсмены, занявшие первое и второе место. Соревнования проводятся по олимпийской системе. Соответственно, они идут по турнирной сетке, выигрывая круг за кругом. Самый сильнейший попадает в финал. Из Коми в первенстве принимают участие 40 дзюдоистов из Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Сосногорска, Прилузского и Княжпогосского районов. Такая возможность появилась лишь потому, что соревнования проходят в нашей республике. Выехать такому количеству спортсменов в другой регион сложно. Наши ребята готовились серьезно, говорят тренеры. Прекрасный зал, очень хороший. Тренера опытные и часто помогают нам на тренировках каких-то ошибки, исправляют нас и помогают достичь больших результатов. И моральная, и физическая поддержка тоже. Дзюдо – интеллигентный спорт, но схватки бывают горячие. Вот на татами наш спортсмен Александр Шенгин. Он быстро побеждает соперника. Мне очень сложно и не прям легко, то есть где-то посередине. Радость, конечно, присутствует, но еще надо будет бороться. До финала Александру остаются 3 схватки. Задача этих соревнований – отобрать лучших спортсменов для участия в первенстве России. По итогам в Сыктывкаре будет сформирована сборная команда СЗФО для участия в финале первенства страны. Оно пройдет в Барнауле 7-13 ноября. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.